Здравствуйте! В эфире программа «7 дней». С вами Ильшат Аминов. И сегодня мы хотим проводить вместе с вами год уходящий, вспомнив самые знаковые события в жизни Татарстана и вместе с вами, нашими зрителями, встретить год наступающий, 2021. Итак, смотрите сегодня. Награда нашла своего героя спустя 75 лет. И имя этого героя – Казань. Татарстан – это республика возможностей, территория, где каждый сможет воплотить свои идеи в жизнь. Год открытий. Итоги года для Татарстана и каждого из нас. Было ощущение, что это где-то там далеко, и нас это вообще в принципе не коснется. Я горжусь, что я с ними работаю. Они герои. Год мужества для всех тех, кто прошел через это. У каждого быка своя привычка, свой нрав, свой характер. Год быка как раз-таки это упорство в своем развитии. Год быка. Необыкновенные перспективы через силу и волю. А каким был для вас, для меня, для всего Татарстана 2020 год, что навсегда уходит в историю? Думаю, многие из вас, как и я, с нетерпением, затаив дыхание, ждем конца этого сложного, да что там сложного, просто тяжелейшего года, богатого судьбоносными для всей планеты событиями. И если бы вам еще в начале года рассказали обо всем, что произойдет в 2020-м, никто бы не поверил, сказав, да выдумки, все это, быть такого не может. Но сегодня, в этот новогодний выпуск, мне бы очень хотелось посмотреть на этот год. Он изменил нашу жизнь и наше отношение к ней. Но еще лично для меня он стал годом открытий. Например, то, что большинство людей довольно быстро способны привыкнуть к любым жизненным обстоятельствам. Ты можешь преодолеть многое, если рядом есть близкие и друзья, которым не наплевать. 2020 год вынудил нас переформатировать наше сознание и взгляд на окружающий мир. И это мы сейчас с вами увидим в обзоре самых важных событий в политике, социальной и культурной жизни. 2020. Пандемия, подвиг врачей и волонтеров, экономические и социальные проблемы, боль потерь и надежда на победу над коварной болезнью. Уже 30 января Рустам Минниханов поручил создать в Татарстане оперативный штаб по борьбе с коронавирусом во главе с вице-премьером Лейлой Фазлеевой. В составе штаба министр здравоохранения Марат Садыков, руководитель Роспотребнадзора Марина Потяшина и другие. Республика первой в России приняла на лечение заболевших соотечественников. 23 февраля в Казань в республиканскую инфекционную больницу прибыли 8 пассажиров печально знаменитого круизного лайнера Diamond Princess. Мы посоветовались, приняли решение, что Казань способна принять. Хочу поблагодарить и руководителей республики, и медиков, которые самоотверженно трудятся сегодня для сохранения общего здоровья россиян. Март. Локдаун. Еще одно слово, пугающий смысл которого узнали все. Главная задача руководства Татарстана даже в этих условиях не допустить коллапса экономики и тяжелых социально-экономических последствий для граждан. Крупнейшие предприятия республики первыми ответили на новый вызов времени. Татнефть под руководством генерального директора Наиля Маганова оперативно развернула масштабное производство масок и защитных медицинских костюмов, выпуск антисептиков на Тонеко. За счет средств компании был оборудован резервный госпиталь в Альметьевске. По инициативе генерального директора Таифа Руслана Шигабуддинова Нижнекамск нефтехим закупил автоматизированную линию и в сжатые сроки организовал пошив одноразовых масок и производство дезинфицирующих средств. Дочернее предприятие «Полиматис» многократно нарастило выпуск нетканых материалов для медицинских нужд. По поручению президента республики компания «Актаж» под руководством Газинура Ахметова за 100 дней построила второй корпус республиканской клинической инфекционной больницы. То, что сейчас мы видим, это сплав технологий, оптимизация соответствующих рабочих процессов. Я думаю, что это в этом смысле стоит, конечно же, делать примером. Церемония открытия состоялась 10 августа с участием президента Татарстана Рустама Минниханова и министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Коллектив клиники под руководством главного врача Марата Гатауллина получил для работы корпус с самым современным медицинским оборудованием. С первых же дней режима самоизоляции в Татарстане было организовано движение «Помощь рядом» Ярдем Янеше. Волонтеры, благотворители, специалисты оказывают помощь всем тем, кто особенно сильно пострадал от пандемии – инвалидам, пожилым и малоимущим семьям.
поддержку врачей открыт спецсчет. В городские поликлиники переданы автомобили. Медики обеспечены средствами индивидуальной защиты. Я хочу поблагодарить персонал больницы, потому что то, что они делают каждый день, начиная от врачей, заканчивая санитарками, медбратьями, медсестрами, это действительно герои. Пандемия коронавируса мобилизовала управленческую команду Татарстана для решения нестандартных экономических задач. Внедрены новые меры поддержки крупного, среднего и малого бизнеса. Более 40 тысяч предприятий получили безвозмездную поддержку на 2,6 миллиардов рублей. Не замирали и деловые связи. В феврале в Казани с рабочей поездкой побывал председатель правления Сбербанка Герман Греф для обсуждения совместных проектов. В конце февраля на Казанском вертолетном заводе состоялась торжественная передача заказчику первого серийного вертолета Ми-38. Это новый рубеж нашего вертолетного завода. Развитию сотрудничества в авиационной отрасли был посвящен и рабочий визит в августе министра обороны России Сергея Шойгу. Вместе с президентом Татарстана они посетили цех окончательной сборки самолетов Ту-160. Предприятия Татарстана, несмотря на пандемию, воплощали свои амбициозные проекты. Компания «Танека» ввела в эксплуатацию установку для производства современного экологического топлива. В августе на Зеленодольском заводе имени Горького спустили на воду первое в России пассажирское судно «Чайка-СПГ», работающее на сжиженном природном газе. В сентябре президент Татарстана Рустам Минниханов запустил в Нижнекамске газопровод высокого давления компании «Таиф». В Иннополисе открыли проект Росатома по созданию центра обработки и хранения данных в Татарстане. Несмотря на сложную ситуацию, вызванную пандемией, с опережением показателей бизнес-плана работает КАМАЗ. Начались продажи магистрального тягача 5-го поколения. Также компания представила грузовик будущего КАМАЗ-54-907 «Континент». Мы в проекте мирового автопрома занимаем свое место, и с нами, в принципе, считаются все производители. Татарстан сохранил свое место в тройке российских лидеров по состоянию инвестиционного климата. 30 августа заработало интеллектуальное деловое пространство «100%-ный Татарстан». Общий объем инвестиций новых проектов составляет более 10 миллиардов рублей. Аграрии Татарстана собрали рекордные 5,5 миллионов тонн зерна. Наибольший вклад в республиканский урожай внесли Буинский, Арский и Тетюшский районы. Первое зерно дала и пшеница юбилейного сорта имени столетия ТАССР. Все эти успехи были бы невозможны без сохранения общественно-политической стабильности и преемственности власти. В мае президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Рустама Минниханова кандидатом на должность президента Республики Татарстан на новый срок. Татарстан у нас действительно по основным показателям является лидером среди всех субъектов федерации. И это так и есть. На самом деле так и есть. Но все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. 13 сентября Рустам Минниханов был избран президентом Республики Татарстан. 18 сентября прошла торжественная церемония его вступления в должность. 21 декабря указом президента России Владимира Путина Рустам Минниханов включен в состав Госсовета Российской Федерации. Президент Татарстана назначен председателем комиссии по направлению строительства, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда. И все-таки 2020 останется в нашей памяти не пандемией, а яркими и торжественными событиями. 75-летием Победы и столетием ТАССР. В Казани, в Парке Победы, открыли памятник советскому солдату. Здравствуйте, товарищи! 24 июня прошел парад войск Казанского гарнизона. В международном аэропорту Казань впервые приземлился пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», которому присвоили имя татарского поэта, героя Советского Союза Мусы Джалиля. И событием огромной важности стало присвоение Казани звания «Город трудовой доблести». Награда нашла своего героя спустя 75 лет. И имя этого героя – Казань и казанцы. Не будем стоять на рубежах наших границ, нашего государства, нашей великой России! Да здравствует Татарская Республика!
Главный итог празднования столетнего юбилея – это качественное изменение жизни каждого гражданина Татарстана. В республике введено почти 3 миллиона квадратных метров жилья. Построены и открыты десятки социальных объектов в каждом районе Татарстана. По президентской программе «Наш двор» благоустроено 1084 территории. Вот сейчас здесь, конечно, я вижу рождение нового двора. Дети у меня ежедневно выходят. Я спокойно могу не переживать об этом, что они куда-то убегают, потому что созданы все условия, чтобы находиться во дворе. 27 мая 2020 года останется в исторической хронике как главный день торжественных мероприятий. Заседание Государственного совета Татарстана. Гашение почтовой марки. 25 июня прошло заседание Федерального оргкомитета по подготовке и празднованию столетия ТАССР. Вот те же люди, с кем я 20 лет проработал, они практически все находятся здесь, в этом зале. Я считаю, это один из залогов успеха Республики Татарстан. Накануне Дня Республики в Казани состоялось организованное Всемирным конгрессом татар Милляджина национальное собрание. Медалью и памятным знаком 100 лет образования ТАССР награждаются граждане, внесшие самый весомый вклад в развитие республики во всех сферах жизни. Юбилейная медаль под номером 1 была вручена первому президенту республики, государственному советнику Минтимиру Шаймиеву. Татарстан и населяющий его территорию многонациональный народ во все времена не подводила и выступала за единство великой страны. 26 августа в деревне Аняково в Актанышском районе был торжественно открыт бюст первого президента республики, героя труда России Минтимира Шаймиева. Именно под его руководством фонд «Яңарыш Возрождение», отметивший 10 лет со дня образования, провел уникальные работы по восстановлению древних городов Болгар и Свияжск. Сегодня фонд открывает полилингвальные образовательные комплексы. В год столетия республики родились и другие прорывные и долгожданные проекты. Началось строительство второй линии Казанского метро, первого участка Большого Казанского кольца. Обновленная национальная библиотека стала общественным пространством. Еще одно любимое место казанцев – новое набережное озера Кабан. Все ограничения пандемии не смогли остановить культурную жизнь республики. В январе впервые в истории в концертном зале Карнеги-Холл в Нью-Йорке прошел фестиваль татарской песни «Усть-Гарыш-Желе» «Ветер перемен». В сентябре принял зрителей обновленный Набережно-Челнинский татарский драматический театр. В ноябре детский телеканал «Шаян ТВ» показал гала-концерт грандиозного детского фестиваля исполнителей татарской песни «Сайлян». Представителей народов, проживающих в республике, собрал этнокультурный фестиваль «Наш дом Татарстан». Порадовали своими достижениями и спортсмены республики. Клуб «Синтез» победил в чемпионате России по водному полу. Женский волейбольный клуб «Динамо Акбарс» завоевал титул чемпионов страны и в 6-й раз взял Кубок России. В международном ралли «Дакар-2020» лучшей стала команда «КамАЗ-Мастер». Вот таким он был, трудный и счастливый 2020. К своему вековому юбилею республика подошла с впечатляющими достижениями. В них талант, энергия и целеустремленность миллионов людей, каждый из которых может сказать: «Татарстан всегда в моем сердце». Татарстан – это республика возможностей, территория, где каждый сможет воплотить свои идеи в жизнь. Главное, что мы вместе, а значит, у нас все получится. Без берега, безден кыш, бердамлекта. Пандемия серьезно изменила мировой лингвистический словарь. Среди новшеств – ковид-диссиденты и коронакризис, локдаун и алармистские настроения. Лингвисты это появление неологизмов расценивают весьма положительно. По их мнению, оно способствует развитию языка. Этот год действительно заслужил много эпитетов. Даже нашу собственную программу в этом году мы сами в своем узком кругу прозвали инфекционно-аналитической.
При этом все мы понимаем, что наступает Новый год только лишь с астрономической точки зрения. И, по сути, мы продолжаем плавать по этим волнам, гадая, на какой из них мы сегодня, еще вторая или уже предвестие третьей. Ничего не закончено, конечно, но выводы делать можно. Я считаю, что это был год мужества. Мужества всех, кто прошел через это. И это не только врачи, медики, это и обычные люди, которые прошли через болезнь, которые тоже не сходили с экранов наших в этом году. Удивительно, сколь многое в своей жизни пересмотрели и те, и другие. Именно в этом году. Об этом Михаил Любимов. Да, вот они, русские характеры. Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом и малом, и поднимается в нем великая сила, человеческая красота. Алексей Толстой. Изначально, когда ковид начинался, было ощущение, что это где-то там далеко, и нас это вообще в принципе не коснется. Первые месяцы всегда трудно, а потом уже коллектив притерся, и мы больше как семья, наверное, что ли. Когда в травмоцентре РКБ в начале апреля этого года открывался временный инфекционный госпиталь, заведующему детским травматологическим отделением Руслану Хасанову не пришлось никуда переезжать. Переехало в ДРКБ его отделение, а он остался врачом госпиталя. Мог, конечно, и уступить свое место другому, но все же не стал. Как руководитель отделения я не мог кого-то заставить остаться там через силу. То есть, если не было желания, значит, я не настаивал. Потому что неизвестно, что было бы с этим ковидом, как в конечном итоге все это сложится. Ни один врач не обязан рисковать своей жизнью. Его жизнь столь же священна, как и любая другая. Но здесь, в этом обществе, у слова «долг» есть особая ценность. Ни один из них не считает, что делает что-то сверх всякой меры. Хотя и делает это каждый день. Я, наверное, лишь только помогаю им это все делать. Они все очень молодцы, очень самоотверженно с утра и до вечера. Несмотря на то, что есть определенные нормы часов работы, они все здесь задерживаются. Во-первых, работают 6 дней в неделю. Во-вторых, задерживаются здесь до 8 до 9 вечера. То есть, помимо того, что они работают с пациентами, это очень много работы с бумагами. Знаете, что это? Это история болезни. Один человек, одна папка. Тысячи папок, тысячи судеб. И все это люди, прошедшие через этот госпиталь. Это чтобы мы понимали, какую лавину им пришлось пережить. У вас даже какие-то лица счастливые, я смотрю, не изможденные. Вы почему такие счастливые? Мы помогаем людям, робко произносит стоящая позади молоденькая медсестра. И, собственно, никто из них об этом не кричит. И мы не видим этого ежедневного самопожертвования. Ну что мы можем увидеть за час-полтора небольшой экскурсии по палатам? Но есть люди, свидетели происходящего. Люди, которые через нас пытаются отдать медперсоналу хоть часть того, что получено от них. Мне хочется выразить слова глубокой признательности, чувство искренней благодарности вот за доброту, за этот позитив, за это вот как зернышко тепла, добра, веры в будущее, за этот оптимизм. Искренние слова благодарности, признательности. Дай Бог здоровья вам, всем вашим близким, родным. Храни вас Господь, ей-богу. Молодцы, честное слово. А персонал вообще, я не знаю, откуда его набрали. Эти девочки, 3 смены, они врачи, они отходят от нас. И вот это нужно снимать и показывать, чтобы не стеснялись носить маски. Не стеснялись, чтобы понимали, что это серьезно, что это не шутки. Я когда насмотрелся там. Я человек такой, все, уже и пожил, и видел многое, да? Но тяжело, очень тяжело. И с этим они все справляются. Надо обязательно, чтобы это люди знали. Это не просто так, ну, многие так легко, как к гриппу. Пройдет, все переболеем, все равно это неправильно.
75% было очень тяжело. 75%. И я очень благодарна, признательна своим врачам, что они меня действительно вот точно так же, как вот сейчас, прямо не боясь, могу сказать, они меня и хлопали, они меня и массажировали. Вот все, что могли. Простой человек, которого ты знаешь много лет, да, и вдруг он становится героем. Вот без всяких слов, каких-то высокопарных, но это на самом деле так. Когда человек может проработать 12 часов смену, да, и у него находится теплое слово каждому человеку. Люди вдруг реально вот открывают какие-то ресурсы в себе, когда уже вроде все истощено, уже неоткуда взять. Это на самом деле такой титанический труд. Это же не какой-то вот проект, там мы неделю поработаем усиленно, а потом все. Это каждый день, это 24 часа в сутки, это бесконечно. Любой врач, он может написать заявление и просто уйти. Сказать: извините, я не могу, у меня куча причин. Это выбор, и это выбор героев. Еще один герой нашего времени. Теперь у нее есть и соответствующий диплом награда. Главный эпидемиолог 7-й Казанской горбольницы Наталья Шейхразиева. Невероятный профессионал своего дела. Просто поразительный оптимист. Человек, который также не отсиживался за спинами других. Вот у кого был год мужества. Блестяще пройденный год. Трудности настолько закаляют и делают сильнее. Казалось бы, смотришь, человек просто человек. Но если придет суровая беда, поднимается в нем великая сила. Потому что тут работают такие люди, такие профессионалы, такие кадры. Просто я горжусь, что я с ними работаю. Они герои. Я благодарна судьбе, то, что мне посчастливилось с ними работать. Человек, которого в лицо практически весь этот год наш зритель даже не увидел. Хотя и встречались мы не единожды. Ну что ж, давайте посмотрим на эту великую силу, человеческую красоту, которая в суровые эти дни лишь поднимается в таких людях, как она. Не просто весь этот год было всей ее семье. Наталья Шейхразиева – мама 3 детей. И здесь героиня. Герой нашего времени, можно сказать, и про моего мужа. Он тоже ходит в красную зону, он тоже врач. Но я благодарна своей семье, я благодарна маме, мужу и самим детям, моим любимым, дорогим детям. Они сразу стали взрослыми, они сразу как-то мобилизовались, они стали друг другу помогать, старшему, младшему и наоборот. Вот эта эпидемия, пандемия COVID-19, она их закалила, она их сплотила. Вот, и нашу семью не разрушить не может абсолютно ничего. Нашей семье ничего не страшно. Если мы прошли COVID-19, если у нас такая сильная поддержка друг друга, такое уважение, такое доверие. Вы знаете, от детей ты получаешь так много энергетики. Вот говорят, если у тебя все плохо, приди домой, обними своего ребенка, у тебя все хорошо. Вот это вот маленькие ручки, да, вот это вот, когда тебе душит в ухо, ну, все, весь мир у твоих ног. Ну, столько добра, столько тепла, наверное, я ни в одной, ну, так скажем, женщине, наверное, не видел. Она успевает и работу работать, и за детьми смотреть, и заниматься, несмотря на то, что вот сейчас такое время. Да, вот она, человеческая красота. Она весь этот год была перед нами. Красоту эту и доброту не возьмешь из ниоткуда. Внутренняя красота – результат внутренних убеждений. Этот год дал нам многое в осознании того, кто из нас настоящий герой. Они вернули нам веру в человечество и веру во что-то человеческое в нас. Спасибо им и за это. Всем вместе обобщиться, всем вместе поддерживать друг друга и быть социально ответственными перед каждым членом нашего общества. Это первоначальная задача. Если мы как-то хотим сказать им спасибо, мы знаем как. Просто нужно помнить, что это лишь конец года. Будет ли новым этот Новый год, зависит от нас самих.
Михаил Любимов, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней. Мы вновь говорим спасибо врачам. Этот проект нашей программы вызвал большой отклик в сердцах зрителей. Но хотелось бы добавить в эту жизнь побольше позитивных и ярких красок, хотя бы накануне Нового года. И я думаю, у меня получится. А какое, по-вашему, слово могло бы стать словом года в Татарстане? Лично для меня это слово «вопреки». Вопреки пандемии мы очень достойно провели все важные мероприятия в республике, в том числе связанные со 100-летним юбилеем ТАССР и 75-летием Великой Победы. Вопреки всем невзгодам в экономике мы сохранили работоспособность ведущих предприятий Татарстана. И более того, запустили новое производство и стратегические объекты. О жизни вопреки в экономическом обзоре от Тимура Бекмурзина. Этот газопровод – это наша мечта. Это тот случай, когда известный лозунг известной компании будет как раз к месту. Только в данном случае мечты сбываются у группы «Таиф» и у всего Татарстана. Потому как проект строительства газопровода во всех смыслах грандиозный и долгожданный. Во-первых, он позволил «Таифу» реализовать давнюю мечту – обеспечить надежную схему газоснабжения своих предприятий от 2 независимых источников в районе Нижнекамского промузла, получить дополнительно около 4 миллиардов кубов газа. Во-вторых, это крайне важно с точки зрения экологии, так как позволяет предприятиям и ТЭЦ перейти на более экологически чистое топливо, меньше сжигать мазут. Ну и в-третьих, это просто красиво. Воплотить в реальность такой мегапроект, да еще в условиях близких к экстремальным, да к тому же в рекордные сроки. На открытии объекта Рустам Минниханов не скрывал радости и гордости за республику и коллег из группы компаний «Таиф» и газотранспортной компании. Без Булдрабас мы можем. К тому же важнейший инфраструктурный объект открыли в год знакового события – столетия со дня образования Республики Татарстан. Тот шаг, который был принят группой компании «Таиф», построить за свои средства, значит, на самом деле вот подробно рассказали самые уникальные современные технологии, которые соответствуют всем экологическим нормам. Ну и самое главное, у нас большая перспектива дальнейшего развития вот этого куста. Технология применена интересная, шикарная, позволила нам сохранить баланс между экономическими интересами и вопросами экологии. Вопросы экологии для группы компании «Таиф» в сегодняшнем моменте выходят, можно сказать, на первое место. Работать не с удвоенной, а даже утроенной энергией в таком режиме пришлось работать весь этот трудный год работникам стратегических отраслей и предприятий республики. В чем была сложность для тех же нефтехимиков? В том, что нужно было не просто не снижать темпов развития, а где-то и наращивать объемы производства, хотя доходы и прибыль объективно снижались. Нужно было сохранять максимальную концентрацию и дисциплину, вводить жесткие меры по недопущению распространения коронавируса. При этом Таиф и Нижнекамск нефтехим не стали отказываться от своих амбициозных инвестиционных планов. Один из главных стратегических проектов Таифа и Татарстана – строительство нового олефинового комплекса ЭП-600. Мы весь этот год внимательно следили за тем, как слаженно работали строители и нефтехимики. Большая вероятность, что мы все это реализуем, лишь бы хватило сил и времени, и настойчивости. И, конечно, работать, еще раз работать. Самая свежая информация на сегодня – строительство комплекса идет в соответствии с ранее утвержденными графиками. Всего доставлено более 400 единиц оборудования, в том числе 17 единиц крупнотоннажного. Работы по возведению комплекса продолжаются. Уже в апреле следующего года на площадке планируется приступить к монтажу трубопроводов и продолжить сборку металлоконструкций, установку оборудования. Ввод в эксплуатацию комплекса ЭП-600 запланирован на 2023 год. В дальнейшем на следующий год будет устанавливаться динамическое оборудование, которое сегодня поставлено и хранится на базе оборудования с соблюдением условий хранения. 1. И движение объявляется открытым. Ваши бурные аплодисменты. Это удивительно, но факт. Весь этот год Татарстан реально думал не столько о том, как выживать в условиях пандемии и падения деловой активности, сколько о том, как развиваться, как расти. Одно из самых показательных в этом плане открытий – запуск пока еще первого этапа Большого Казанского кольца. Еще один мегапроект в период, когда и трудно, и сложно, но нужно двигаться вперед.
Приятно, что эти амбиции Татарстана были правильно поняты и поддержаны на федеральном уровне. Уже позже, подводя итоги года с журналистами, Рустам Минниханов скажет, что эта своевременная помощь плюс запас прочности, накопленный за предыдущие годы, позволили Татарстану относительно спокойно пройти тяжелую фазу кризиса. Мы благодарны Минфину России. Значит, мы 2 транша получили, 23 миллиарда. То есть половину средств нам компенсировали. Это очень серьезная, очень большая поддержка. Очень большая. Ну и у нас как бы некий жирок был, запас. Ну вот за счет этого и, конечно же, участие в разных федеральных проектах, программах. По расходам мы на уровне прошлого года. С легкой руки журналистов появилась и такая партия. Конечно, это не более чем изящная фигура речи, но надо отдать должное. В новом составе правительства татарские кадры выдвинулись на ключевые позиции. Марат Шакирджан занял такую важнейшую позицию в правительстве России. Значит, это вся инвестиции, все на этом человеке. Да, конечно, он в Москве работал, но основные, как бы, фундаментальные его задатки, это он, во-первых, татарстанец. Это оценка тех кадров, которые воспитываются в Татарстане. Мы все видели в Москве успехи Хуснуллина, когда он работал там. И это объективная картинка, которую можно посмотреть, потрогать своими руками, образно говоря. Мы знаем, насколько успешны, в принципе, любые чиновники, работающие в республике. И это речь про Файзуллина. Стройка – это огромный локомотив экономики. Ему нужен был человек, который будет с ним говорить на одном языке. Даже на одном татарском языке иногда, потому что это легче объяснить. Люди одной очень культуры. Но самое главное, на мой взгляд, конечно, решение принимала президент. Решение принимала премьер. И они видели, как изменилось вообще все то, что связано со стройкой в Республике Татарстан. Вряд ли разумно делать вид, что мы совсем не заметили последствий пандемии. Еще как заметили, еще как почувствовали. Однако парадокс ситуации в том, что этот кризис сделал сильных еще сильнее, эффективных еще эффективнее. Нефтяники республики в критической ситуации показали свои лучшие качества. Татнефть и Танека не только ни на день, ни на час не остановили текущую деятельность и отгрузку продукции покупателям. В компании весь этот год параллельно вели стройку, продолжали готовить к открытию новые объекты. И когда наступил срок, а по традиции Танека в конце года всегда старается отметиться важными пусками, традиции изменять не стали. 3, 2, 1. На Танека дали старт работе установки гидроочистки средних дистиллятов. Стоимость проекта составила более 16 миллиардов рублей. Новое производство позволяет ежегодно перерабатывать 3 миллиона 700 тысяч тонн сырья, а объем выпускаемого дизельного топлива по стандартам Евро-6 вырос с 4 миллионов до 7,6 миллиона тонн в год. Несмотря на пандемию, несмотря на все события, которые происходили, экономические, группа компаний «Татнефть» завершает год достойно. И, конечно же, нефтеперерабатывающий комплекс «Танека» радует нас новыми объектами. За 15 лет работы Татнефть и Танека добились выдающихся результатов. Это результаты прошлого года. Глубина переработки – фантастический показатель 99%. Мощность по сырью в этом году будет более 11 миллионов тонн нефти. И выход светлых нефтепродуктов стабильно более 80%. Но задачи на 2030 год еще более амбициозные. Мощность по сырью более 15 миллионов тонн нефти в год. К этому показателю Танека уже приблизилась. Глубина переработки 99%, выход светлых нефтепродуктов почти 90%. Нам не надо снижать планку, терять в амбициях, даже в период сложностей, даже если будет непросто. Мы научились правильно ставить цели и задачи, а значит, все будет зависеть только от нас самих. В том числе и в следующем, 2021 году. Тимур Бекмурзин и Андрей Ключников. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее.
У каждого быка своя привычка, свой нрав, свой характер. Год быка как раз-таки это упорство в своем развитии. Год быка – необыкновенные перспективы через силу и волю. С рабочей поездки сразу в несколько районов республики началась неделя для президента Татарстана. В Заинске были открыты 4 новые газозаправочные станции. Инфраструктура этого топливного рынка расширяется, и уже 9 тысяч автомобилей переведены на метан. В Альметьевске президент посетил одно из современнейших медицинских учреждений – новый радиологический корпус онкодиспансера. Теперь жители юго-востока Татарстана могут, не выезжая за пределы региона, получить сеансы лучевой терапии. Рустам Минниханов отметил большой вклад Татнефти в реализацию этого важного проекта. Президент также принял участие в заседании Совета директоров компании. Здесь рассмотрели исполнение бюджета на текущий год и утвердили на следующий. Во вторник Рустам Минниханов уже в Москве провел заседание рабочей группы Госсовета России по строительству, ЖКХ и городской среде. Напомним, президент России подписал указ о новом составе Госсовета. Рустама Минниханова глава государства назначил председателем комиссии по строительству. Первое заседание Госсовета России в обновленном составе прошло в режиме видеоконференции. В ней принял участие и президент Татарстана. Основной темой стала реализация указа о национальных целях развития страны до 2030 года. В качестве председателя комиссии по строительству, ЖКХ и городской среде Рустам Минниханов попросил Владимира Путина разрешить регионам торги по капремонту, а также озвучил предложение продлить срок льготной ипотеки, обратив внимание на необходимость контроля стоимости строительных материалов. Традиционно заключительная в году сессия Госсовета Республики началась с благотворительной новогодней елки. Одними из первых открытку с елки сняли Рустам Минниханов, Фарид Мухаммедшин и Алексей Песошин. Они подарят детям желаемые подарки – фотоаппарат, планшет и кинопроектор. На очередном заседании Госсовета был принят закон о патентной системе налогообложения. Также депутаты отметили, республиканский бюджет уходящего года был социально ориентированным. Проекты по реконструкции торгового центра «Кольцо» и еще около 20 проектов, касающихся строительства на территории Казани, Чистополя и Свияжска, одобрили на заседании комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. Совещание провел президент Татарстана. В национальном рейтинге губернаторов по итогам года его составил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Президент Татарстана обошел мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Свердловской области. Как отмечают социологи Института региональных проблем, Рустам Минниханов сумел учесть интересы населения и интересы Центра. Также была отмечена и работа в условиях пандемии. О внедрении передовых технологий шла речь на заседании Совета директоров Татнефтехим Инвест Холдинга. Встречу провел Рустам Минниханов. Свои разработки представили российские и татарстанские компании. Новые школьные автобусы заменят устаревшую технику. Рустам Минниханов вручил главам районов символические ключи. Автопарк пополнили 70 газов и фордов. Новую технику приобрели за счет средств федерального бюджета. За последние 2 года муниципалитеты республики получили 282 автобуса. Казань станет местом проведения 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдет она через 2 года. В Доме правительства обсудили оргвопросы ее проведения. Совещание провел президент Рустам Минниханов. Напомним, инициативу республики поддержал Владимир Путин. При принятии решения учитывалась роль и значимость Татарстана в евразийском культурном пространстве. Рустам Минниханов отметил, необходимо создать республиканский штаб, который должен оперативно подготовить план мероприятий. Татарстанские единороссы намерены сохранить свое представительство в 15 депутатов в новом созыве Государственной Думы. Об этом заявил Фарид Мухаммедшин на итоговом в этом году заседании Президиума регионального политсовета «Единой России». Партийцы также обсудили реализацию проектов и наградили лауреатов конкурсов. Победителей республиканского общественного конкурса «Руководитель года» наградил Рустам Минниханов. Как отметил президент, Татарстан сохраняет лидирующие позиции по многим социально-экономическим показателям. Номинантами конкурса в этом году стали 82 руководителя предприятий и организаций разных сфер. В церемонии также приняли участие государственный советник Республики Татарстан Минтимир Шаймеев, председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин и премьер-министр республики Алексей Песошин.
Рустам Минниханов встретился с руководством компании «Газпром СПГ Технологии». Они обсудили вопросы развития инфраструктуры по производству и сбыту сжиженного природного газа в Татарстане. Встреча прошла в Доме правительства. В Казанском Кремле чествовали татарстанцев, внесших значительный вклад в развитие республики и страны. Государственные награды вручил Рустам Минниханов. В списке 46 имен. Инженеры, деятели культуры, науки, медицины и других отраслей. За лучшие шутки награда от президента. Рустам Минниханов поздравил сборную «Татнефти». Команда одержала победу в высшей лиге КВН. Серебряные награды и медали столетия ТССР получили и игроки, тренерский штаб и персонал хоккейного клуба «Акбарс». Команда по итогам прошлого сезона заняла 2-е место в чемпионате России. Алексей Песошин вручил награды лауреатам республиканской премии «Спортсмен года». Татарстан одним из первых в стране после локдауна возобновил работу спортобъектов и стал проводить соревнования. Всего в этом году более 200 спортсменов республики стали победителями и призерами российских и международных турниров. Рустам Минниханов в пятницу в Казани открыл обновленный культурный центр «Чулпан». Его реконструировали в рамках празднования столетия ТССР. В субботу Рустам Минниханов вручил ключи от новых автомобилей для сельских больниц. Автопарк первичного звена пополнился на 88 машин отечественного производства, как легковых, так и внедорожников. Транспорт закуплен на средства федерального бюджета в рамках национального проекта здравоохранения. В этот же день Рустам Минниханов исполнил мечту с елки желаний 12-летнего Данияра Галиева. Президент республики прокатил мальчика на машине КамАЗ-Мастер. Данияр сидел на месте штурмана, а пятикратный чемпион ралли-Дакар Эдуард Николаев в кресле механика. Мы продолжаем программу «7 дней». Подводя итоги года, мы всегда вспоминаем людей, которые удивили мир поступками, свершениями и достижениями. Героями наших программ всегда были люди разных профессий и возрастов. Но этот уходящий год все-таки уникальный, и герои этого года – уникальные личности. На что можно пойти, чтобы спасти подругу? Можно ли убирать мусор в течение 15 лет? И какие опасности таятся в путешествии вокруг света? Диляра Юсупова об уникальных свершениях и героических поступках уходящего года. О людях года, которые нас удивили и, конечно же, вдохновили. Да, это было на островах. Это было где-то один из осенних дней. Мы с товарищами решили поехать на охоту. То самое место – это еще 20 километров по непротоптанному снегу. Отправиться туда сейчас можно только на снегоходе. Охота и рыбалка для Александра увлечение давнее, поэтому в тот день все было как обычно. Да не совсем. Шли по Волге на моторной лодке. Увидели справа лодка приближается. И в какое-то мгновение, я даже не знаю, что произошло, каким образом, просто мужчина вылетел из нее. И лодка начала крутиться. Мы скорее поспешили к мужчине, потому что вода уже ледяная была, где-то ночью уже температура до -1 падала. И плюс, как бы, кто охотники знает, все костюмы, они очень тяжелые, и когда набирает воду, это, то есть выплыть практически невозможно. Мужчину они с товарищем спасли и даже выловили лодку. Отогрели, привезли домой и продолжили жить. О случае Александр быстро забыл, пока ему не напомнили и не рассказали. Оказалось, будничный для него поступок теперь называют героическим. Я не вижу в этом абсолютно никакого героизма, потому что да любой бы человек, я думаю, поступил так же на моем месте. И лучше бы все бы люди поступали так же, как и я, тогда бы, наверное. Дружба – это вещь такая, нужно друг другу помогать. В наше, тем более, непростое время. А потом о нем написали в газете, и еще в одной, и еще. Парня наградили, и на церемонии выяснилось, мир полон неравнодушных людей, которые помогают друг другу. Среди них и самые юные. Мы уже неоднократно рассказывали в течение года и об отважном Флориде Садриеве, который спас соседа из горящего дома, и о храбром Радмире, которому всего 7 лет. Мы с ней гуляли на площадке, там был дяденька странный. Потом мы как пошли во двор, он побежал за Ульяной. Ей было 7 лет. Как они добежали до двора, я добежал, был молчок. Потом я начал этого дядьку пинать, потом позвал родителей.
Награда нашла и Руфину Уренцову из Альметьевска. Она тоже стала участницей чудесного спасения. В экстремальной ситуации не растерялась, хотя и было страшно. Девочка вытащила из воды тонущего ребенка и позвала на помощь. Хотели спросить, он вообще ничего не отвечал. Я его подняла, у него глаза были закрыты, и я его потащила на берег. За смелость ее наградили поездкой в Казань на республиканскую елку. И таких примеров, когда ребенок оказался совсем не беспомощным во взрослой ситуации, много. Но есть и те, кто вроде никого не спасли и, казалось бы, не совершили никакого подвига, но все равно поступили особенно. И вот они где-то вот в этом районе сейчас у нас. Но по координатам, ну вот видите, тут вот видно шторма. Просто точка на карте вряд ли может отразить всю силу целеустремленности, самоотверженности и возможностей человека в экстремальных условиях. Трое казанцев во главе с 71-летним капитаном вот уже полгода находятся в кругосветном путешествии. Протяженность маршрута более 40 тысяч километров. В мае экспедиция отправилась из Санкт-Петербурга в Казань, прошла через Стамбул, вышла в Атлантический океан и прошла Панамский канал. А все ради знаменательной даты – столетия ТССР. Флаг ТССР планирует дойти и до Австралии. Это основная их задача, цель. И у них на парусах отмечен логотип 100 лет Республики Татарстан, такой, который у нас был основной логотип Татарстана. Так что это основная задача очередной раз показать и в мировом сообществе, показать, что есть такая у нас Республика Татарстан, чтобы знали. Трое в яхте, не считая опасностей. В этих широтах не волны, горы. При штормовом ветре они достигают 8 метров. Впрочем, команда вышла с нами на связь по спутнику и рассказала, как будет встречать Новый год. Ну, естественно, Новый год будет встречать в океане. Вот, тоже прикольно. Потом будем вспоминать, что Новый год ездили. Были поломки небольшие, там 2 раза рвали паруса, потом ремонтировали. Ну, какие приключения? Значит, на горизонте появилась деревянная лодка большая, очень рыболовецкая, мотором таким оборудована, на борту никого не обследовали, никого на борту нет. Кругосветка, скорее всего, затянется до весны, ну а пока за океаном кто-то там, то кто-то здесь остается на передовой. Например, просто приносят продукты пожилым людям или лекарства больным пациентам, собирают средства нуждающимся и работают в красной зоне. Тысячи добровольцев в этом году прошли настоящую проверку на прочность. Волонтеры – вот те люди, чье желание творить добро стало смыслом жизни. Мы приходили сюда к 8 утра и уходили около 11 вечера, потому что мы понимали, что помощь нужна всегда, и когда был самый пик, у нас было в день около 50 заявок, это только в городе Казань. И если раньше еще был вопрос, кто такой волонтер и чем он занимается, после пандемии коронавируса таких вопросов уже ни у кого не возникает, потому что все видят, какую большую работу мы делаем, и действительно мы понимаем, какую поддержку мы ощущаем как со стороны населения, так и со стороны правительства республики. Поддержку от этого человека чувствует целый город – Елабуга. Правда, не особо ценят. 15 лет Виталий Филиппов каждый день занимается генеральной уборкой берегов Камы, а люди продолжают мусорить. Мужчина даже купил «Газель» за собственные средства. Он тоже сегодня герой нашего времени и очень переживает за чистый город. Не могу смотреть спокойно, спать спокойно не могу. Когда увижу, кругом все захламлено до некуда. Можно сказать, местами прямо свалка. КАМАЗами валят, грузовиками валят. Беспредел, полный беспредел. А ведь это наша Родина. Помогать тем, кто в этой помощи нуждается, и делать это абсолютно бескорыстно. Спасатели, рискующие своей жизнью каждый день. Медики, чья работа должна оставаться в фокусе не только в этом году. Герои среди нас. Люди самых разных призваний, профессий и взглядов, но всегда готовые пожертвовать собой. Диляра Исупова, Роман Безменов, Андрей Мохов. 7 дней. 2021 в Татарстане станет годом родных языков и народного единства. Все мы понимаем, что в эпоху глобализации и унификации языков и культур коренных народов проблема сохранения и развития родных языков имеет важное, без преувеличения, общемировое значение. Если раньше языки исчезали в результате физической гибели народа из-за эпидемий, войн или спада рождаемости, то сегодня носители языка так или иначе добровольно переходят на другой, доминирующий язык, более привлекательный и, понятно, конкурентоспособный.
Потому так важно создавать благоприятные условия для того, чтобы язык не терял свой функционал, чтобы его носители говорили на нем и обучали этому языку своих детей. Нужна социальная и политическая среда, которая будет прививать любовь и уважение к родным языкам у других народов, так как язык, традиции, наша общая история является общим достоянием большой многонациональной страны. Я надеюсь, что следующий год станет для нас, для татарского народа, в том числе годом сбывшихся надежд, годом реализации всех планов. Я верю, что к этому ответственному и большому делу развития, в первую очередь развития, а не только сохранения родных языков, привлекут многочисленных экспертов, педагогов, общественников, представителей духовенства, культуры, национальных общин, средства массовой информации. О том, что уже делается в Татарстане в преддверии Года родных языков и что нужно еще для их развития, в материале Эльзиры Юзаевой. Эту книгу в научном сообществе уже назвали главным научным прорывом Нового года. В Татарстане впервые увидели свет уникальные исторические материалы Российского государственного архива древних актов, которые дают полную и, что весьма важно, объективную с научной точки зрения картину поселенческой структуры татар начала XVIII века. Исследовательская архивная работа заняла несколько лет и стала результатом совместного и теперь уже, можно сказать, плодотворного труда историков Академии наук Татарстана и краеведов из соседней республики Башкортостан. К началу XVIII века, фактически, была очень разветвленная сеть татарских деревень. В основном это были ясашные татары, то есть татары-хлебопашцы, то есть, говоря современной терминологией, это крестьяне. Вот. Были служилые татары и служилые мещеряки, то есть это мишерим. Уфимский уезд – одна из самых больших и значимых для татарского народа областей, входивших в XVIII веке в состав Казанской губернии. Это территория от востока современного Татарстана, а также западных регионов Башкортостана, Оренбургской и Самарской областей. Именно сюда, после падения Казанского ханства, начал массово мигрировать татарский народ. На новые земли переселялись целыми деревнями, целыми семьями. Вот почему этнографы именно на этой территории уже в XVIII веке фиксируют большую численность населения. До 50 тысяч человек. Это только мужчины, налогоплательщики, которые подлежали переписи. Если в каждой семье татар было от 5 до 10 детей, а также женщины и старики, которых не считали царские переписчики, то реальная численность народа в Уфимском уезде, по некоторым данным, могла доходить до 500 000 человек. Уже вот первая ревизия 1722 года зафиксировала, что вот на территории Уфимского уезда находилось более 200 татарских деревень, где четко вот прописано, что это вот именно татары там проживали. Кроме того, вот такие вот крупные города, вот как Уфа и пригороды его тоже были заселены татарами. И уже более позднее, вторая, третья, фиксируют, что татары проживали и в других вот, крупных современных башкирских, Стерлитамак, Стерлибашу. Эта книга ставит окончательную точку в спорном многолетнем вопросе, какое население проживало на территории от Волги до Урала. Теперь у историков есть существенная доказательная база, которую сложно подвергнуть каким-либо сомнениям, и которая, несомненно, ведет не к спорам и разногласиям. Это уже истина, объединяющая народы с одной общей историей. Это всего лишь небольшая часть истории и культуры татарского народа. Своеобразный музей под открытым небом. Окологородское поселение, сформировавшееся еще в середине XVI века, Старо-Татарская Слобода. Но именно сюда приезжают туристы, чтобы увидеть старинные особняки и мечети. Но это лишь небольшой аутентичный уголок в центре Казани. Скорее исключение, нежели правило этнокультурного ландшафта. Старо-Татарская Слобода – западная часть исторического центра Казани, как наглядное пособие, отображающее быт и культуру татарского народа. Именно здесь проходят национальные фестивали и праздники. Но большая часть исторического столичного центра, к сожалению, специалистов не отображает культурное многообразие национального региона. Вопрос с вывесками на 2 государственных языках до сих пор даже в Казани решен лишь отчасти. Год родных языков, по мнению экспертов, это самое время для того, чтобы в этнокультурный ландшафт городов и районов республики были внесены новые правки.
Новая национальная архитектура, по мнению специалистов, может содержать в себе не только масштабные преобразования, но и небольшие элементы, формирующие тот самый национальный код. Если не можем архитектуру сделать, да, потому что это тоже стоит денег, внедрить какую-то лепнину там, или еще какие-то другие элементы, то можно муралами и стрит-артами. Да. Мы видим, например, в Казани это тоже немного начинает появляться. Там певец Хайдар Бегичев, где-то там Муса Джалили сделали, но не очень красиво, там Тукая сделали. Это все надо тоже системно развивать. Художнику, возможно, где-то не хватает и знаний истории, знаний культуры, которые также проседают у нас в рамках преподавания в школе, в вузе. С этим ребята практически не сталкиваются, и поэтому у них нет системных знаний, и, соответственно, это не транслируется в дизайне и архитектуре. В Татарстане сегодня общественность пребывает в ожидании того, что в год родных языков в системе национального образования также произойдут важные изменения. В этом году уже открылись 2 полилингвальных комплекса «Адамнар» в Казани и Елабуге. И это только начало. До 2022 года подобные центры откроются в Альметьевске, Набережных Челнах и Нижнекамске. По словам министра образования и науки Ильсура Хадиуллина, который подвел итоги уходящего года, еще одной победой можно назвать тот факт, что 89 учебников на татарском языке вошли в федеральный перечень. До этого они назывались пособиями и являлись только дополнением к образовательной деятельности. Это можно назвать огромным достижением. Вопрос, который Татарстан, единственный среди 22 национальных регионов, решал долгие 4 года. Теперь можно сказать, что колесо национального образования прибавило ход. Еще 79 учебников на родном языке будут внесены в федеральный перечень уже в 2021 году. Тілні білушілер, бигеректен мына бу икенче гимназия өчен татар гимназиялары килгәндә, ул шундый рәхәт, шундый күңелле, алар бөтенләй икенче төрле һәм инде менә чыршы янында барган тамашаларны да аларга тәрҗемә итәргә кирәкми, һәм алар бөтенесен аңлап карыйлар. Факт остается фактом, но только четверть школьников татарской национальности в республике изучают родной язык и воспитываются в татарской образовательной среде. А ведь речь идет о будущем поколении татар, второго по численности народа в России. По мнению экспертов, сегодня национальные театры должны начать формировать новый, доступный и интересный репертуар для своей аудитории. Татар теле, татар спектакльләре кызыклы һәм чыннан да ничектер монда киләсе килеп торсын иде баланың. Кирәк өчен түгел, монда теге татар театры кирәк инде дип түгел, әтиәниләр, чыннан да кызык булганга. Год родных языков, чем не повод для вдохновения. Возможно, именно этот год откроет новые имена в национальной литературе. Или же по-настоящему возродит массовую читательскую аудиторию. Специально созданная комиссия при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка в этом году объявила масштабный многожанровый конкурс произведений на татарском языке. Лучшие работы, а это могут быть и рассказы, и повести, и стихи, и поэмы, в следующем году получат не только денежный приз, но будут опубликованы в печати. А это, безусловно, лучшая награда для тех, кто ищет своего читателя. Укучы булмаса әдәбиятта әллә нинди шаһәсәрләр язсаң да аның бернинди мәгънәсе дә юк. Укучы күп булса, аның язучылары да шул укучылар арасыннан алар бит инде калкып чыгалар. Укучылар арасыннан пайда булалар. Шуңа күрә әлбәттә мәктәптә татар теле әдәбияты укыту кимү, ул әдәбиятка да бик суга, менә шуңа күрә мәктәп дип әйтәбез. Уже в этом году благодаря работе комиссии были отмечены грантами и лучшие 20 детских садов и 20 школ в Татарстане. В год родного языка будут объявлены и победители еще одного конкурса – 100 лучших учителей татарского языка и литературы. Но татарский язык должен звучать не только дома или в школе. Это должен быть язык официальных встреч и публичных выступлений. На базе КФУ уже в этом году заработали курсы татарского языка для министров и руководителей различных ведомств. Первые результаты популяризации родного языка среди республиканского руководства не заставили себя долго ждать. Бу курслар файдалы дип уйлыйм. Туган телне белергә кирәк. Хөрмәтле Ильсур Раисович, хөрмәтле җитәкчеләр. Шуңа сүзне тәмле итеп, матур итеп сөйләшергә өйрәнүгә. Теге елларында татарча да сөйләшәбез, татар телендә күчәбез, урысча да сөйләшәбез. Год родных языков должен стать своеобразной точкой отсчета. Это не акция в поддержку родной речи длиной в 12 месяцев. Это время для принятия важного решения, где каждый сможет найти ответ на свой вопрос. Кто твои предки, кем будут твои потомки и кто есть сам ты. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.
Если говорить про китайский календарь, то в этом году мы проводим крысу и встретим быка. На этот раз белого металлического быка. Официально бык вступит в свои права только 3 февраля 2021 года, так как смена астрологического периода происходит по лунному и солнечному календарям. Бык – животное сильное, могущественное, с стальным характером. Бык – это не только волевое животное, но и сильное, честное, старательное и работоспособное. Именно такая характеристика дана ему в восточном календаре. Означает ли это, что в 2021 году возможно воплощение в жизнь самых смелых замыслов? На чем следует сосредоточиться в предстоящем году? А что вообще не принимать во внимание? Как пройдет Новый год под этим сильным и могучим знаком? Ожидать ли позитивных изменений? И стоит ли верить в суеверие? Диляра Юсупова расскажет. Это бык Айрон, это бык 12-го года рождения, он американец. Мы его в 2013 году в годовалом возрасте привезли с Америки. Здесь живут символы наступающего года, причем не простые, а с иностранным акцентом. На этом предприятии только эксклюзив. Быки породистые из Америки, Германии и Нидерландов. Укротить быка непросто. Эти животные признают только одного хозяина. В лучших традициях будущего года, который пройдет под знаком необычного белого металлического быка. Нрав местных это подтверждает. Стальной и уверенный. А вообще все как у людей. Если их поменяешь местами, допустим, они с соседями привыкли уже жить дружно. Если поменяешь местами, тоже агрессия появляется. И там, допустим, они на выгульной площадке, если там посторонние люди, посторонняя техника тоже не любят. У каждого быка своя привычка, свой нрав, свой характер. Кто любит пряники, кто любит кнут, кто-то более спокойное отношение там. Поэтому нужен индивидуальный подход. Разные есть, даже вот эти красные материи, они не чувствуют, это миф. Упрямство быка всего лишь стереотип, а вот их сила здесь подтверждена неоднократно и генетически. Потомство именно этих быков уже известно всему Татарстану. И все с необыкновенными показателями. Крепкие, здоровые, дают много жирного молока и будут жить долго и счастливо. Правда, любви, естественно, здесь не случается. За отбор лучших отвечает совсем не природа. Здесь у нас проходит процесс фасовки готового генетического материала, то, что мы уже получили от наших быков-производителей. Правильно, чтобы выявить весь тот генетический потенциал, который заложен от быков, от всех предков на них, безусловно, там нужны все факторы, там и содержание, и кормление, и отношение к этим животным. А быки действительно уникальные, они на сегодняшний день очень востребованы. Прям вот от некоторых быков готовую продукцию хозяйства ждут, как пироги из печки. В год быка родится еще 500 000 крепких, трудолюбивых телят. Здесь отмечают, бык – животное благородное, а это значит, что от 2021 года вполне можно ждать решительных и волевых свершений. Можно смотреть на корову, как на станок, который производит молока. А мы здесь на каждое животное, у нас потому что здесь не стадо, а индивидуальность, и каждое животное, оно само по себе, так скажем, ценность, да. Согласно китайскому календарю, наступающий белый металлический бык изначально был запланирован коровой, но по легенде оказался самцом. По древней интерпретации животное было могучее и крупное, прям как вот эти телята, которые уже в юном возрасте весят по тонне. На самом деле, самый крупный бык не только в республике, но и в России вообще живет в Зеленодольске. Правда, он не живой, а снежный, но это лишь детали. 4,5 метра в высоту, 9 в длину. На его создание ушло 48 КАМАЗов снега. Но это разве важно, когда вот такое розовое чудо встречает вас на въезде в город? Останутся ли сложности в прошлом, судить сложно. Фактом остается то, что уходящий високосный год уходит, и уйдет он по китайскому календарю лишь в феврале. До этого времени мы остаемся в 2020-м, поэтому легче станет, но не сразу.
год был довольно-таки тяжелый для очень многих. 2021 год он будет легче. Да, будут определенные трансформации, я бы даже сказала, такие небольшие, но реформы. Причем реформы будут как в образовании, так и просто в онлайн-образовании. И у людей, да, у людей будут меняться их жизни, то есть их мировоззрение, мироощущение. Вот. И это будет такое продолжением эры Водолея. Да? То есть эра Водолея у нас именно про духовное развитие, и год быка как раз-таки это упорство в своем развитии. А еще в новом году не следует торопиться. Бык – животное медленное, но и трудолюбивое, а иногда и агрессивное. Год быка станет годом сильной конкуренции, когда каждый сам за себя. И вот тут выживут как раз те, кто умеет работать сообща, не поддаваясь импульсу. Металлический, он действует радикально, кардинально, и поэтому какие-то моменты, когда мы достигаем, да, здесь будет переломный момент для очень многих людей. Важно свои желания, свои планы какие-то построить до 29 числа. Почему? Потому что в новогоднюю ночь мы будем в этот раз встречать на убывающей луне, и это говорит о том, что, скажем, энергетика может немножечко быть не такой сильной, как, допустим, в предыдущем году. Новый год – эра Водолея, поэтому представителям этого знака повезет в особенности. Удачу Новый год сулит и Тельцам, и Ракам. А вот для Овнов наступит опасный период. Не всегда этот огненный знак способен сдерживать свое упрямство. Близнецам и Рыбам год не готовит особенных взлетов и падений, а вот Львы в новом году будут блистать. Год металлического быка станет прекрасной возможностью для них воплотить свои давние мечты в реальность. Больше всего повезет представителям земных знаков. Бык для них обернется символом стабильности и карьерных успехов. А вот любовь белого металлического быка к консерватизму и желание не впускать в перемены в свою жизнь могут навредить в новом году. В этом случае стоит больше прислушиваться к интуиции, советуют эксперты. Ведь взять быка за рога еще полдела, главное на нем удержаться. Диляра Исупова, Андрей Ключников, 7 дней. У нашей команды 7 дней этот год был творчески ярким. Мы отметили 15-летие программы, стали обладателями статуэтки ТЭФИ «Капитал» национальной телевизионной премии. Мы не приостанавливали работу ни на минуту. Каждый из нас выполнял свой профессиональный долг, рассказывая объективно обо всех событиях этого года. И вот на этом у нас все. Это был последний выпуск программы «7 дней» в уходящем году. Нашей команде остается только пожелать всем нашим зрителям: будьте открыты всему новому, удивляйтесь и вдохновляйте других. Қадірлі тамашашылар, яңа елдағы бәхетлер, саулық, сәлемәтлік тілеймін. Удачи в делах и финансового благополучия. А я бы хотела поблагодарить наших самых верных телезрителей. Спасибо вам, что вы были с нами. Я надеюсь, что мы не разочаруем вас и в новом году. В год металлического быка мы желаем вам стальной уверенности, чугунного здоровья и железного спокойствия. Исполнение вашей мечты и большой любви. Пусть каждые 7 дней будут наполнены только радостью и проходят в окружении родных и близких. Якынлашып келуші яңа ел белән сезне. С наступающим Новым годом. Будьте всегда счастливы, здоровы. Пусть у вас будет благополучие в вашем доме. А мы надеемся, что, дай Бог, Аллах берса, увидимся и в следующем году. Яңа ел белән! С Новым годом! Здравствуйте! Новая неделя будет вся в суете. Проводы старого года, встреча нового, и по прогнозам синоптиков в уходящем году крепких и трескучих морозов ждать не стоит. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана прояснится и подморозит. Во вторник и в среду до минус 13. В четверг пасмурный атмосферный фронт принесет осадки и повышение температуры до минус 5. В выходные дни также ожидается вполне комфортная погода. Впереди новогодние каникулы и самое время быть чаще на свежем воздухе и наслаждаться приятной компанией близких и родных людей. На северо-востоке республики в понедельник снег, во вторник прояснится и подморозит до минус 14. А ночная температура перевалит за минус 20. Но это будет недолго. Уже в среду температура начнет повышаться и к четвергу минус 6. В выходные около 9 мороза и снег. Зима во всей красе проявит себя и в центральных районах республики. В понедельник пасмурно и снег. Во вторник выглянет солнце, осадки прекратятся, будет морозно. В
четверг синоптики обещают снег и повышение температурного фона. В первые дни Нового года ожидается мягкий мороз и вполне комфортная погода для семейных прогулок. Жадный на солнце декабрь все же подарит солнечные дни и жителям юго-запада республики. В начале недели без осадков и подморозит до -12. В среду уже -6, выпадет снег, и в первый день Нового года всего 4 мороза. На дорогах гололедица, будьте внимательны. На северо-западе и в Казани погода будет морозной в первой половине недели. Потом, под влиянием пасмурного и снежного циклона, температура начнет повышаться, и к пятнице -4. Выходные обещают быть снежными и пасмурными. Провожаем Старый год, вместе с ним и все плохое, печальное. Пусть в новом году погода будет теплой, уютной, и пусть каждый день приносит вам радость и любовь.